Уважаемые мастерицы, здравствуйте! Хочу вас сегодня поприветствовать и предложить вам в это неспокойное время, чтобы было бы чем занять себя в самоизоляции, вам хочу предложить вот такую милую мастер-класс по изготовлению такого милого сувенира куколки здравницы. Ее называют еще травницей, потому что она состоит не только из тряпочек, а внутри у нее лекарственные травы. Помимо того, что это красивый сувенир, это еще и полезная такая куколка в дом. Хороший подарок. Уважаемые мастерицы, для этого мастер-класса нам самое главное необходимы лекарственные травы. Это полынь, душица, чабрец, мята и ткани. Основная ткань для изготовления куколки хлопчатобумажная белая, квадрат 30 на 30, круг диаметром от 20 до 30 сантиметров, в зависимости от того, какого размера вам хочется сделать куколку. Треугольник со стороной 15 сантиметров, два квадрата для мешочков по 10 сантиметров и два квадрата для грудки, размер 10 на 10 сантиметров. Ну и начинаем нашу куколку. Первое, что мы делаем вот этот мешочек из круга для того, чтобы мы в него насыпали лекарственных трав. Мы его стягиваем иголочкой по окружности, проложив кусочек синтепона, для того, чтобы была более аккуратная наша кукла, вот была ровная, и не просыпались наши лекарственные травы. Стягиваем этот круг, получается у нас мешочек, вот он у меня уже заготовлен, и насыпаем в этот мешочек, насыпаем лекарственные травы. Насыпаем. Это первый этап нашей работы. Концы ниток затягиваем, они у нас должны быть довольно длинные, чтобы потом мы смогли формировать нашу куклу. Это первый этап нашей работы. Следующее, мы начинаем делать головку. Это наш квадрат 30 на 30 и комочек синтепона. Можно вату использовать, можно шерсть. И самое главное на этом этапе из этого синтепона сделать такой вот, свалять, скрутить шарик, для того, чтобы он потом не разъезжался. Выкладываем этот шарик на середину квадрата и закручиваем его красной ниточкой. Для изготовления этих кукол брали в основном красные ниточки как символ жизненной силы, женского начала. И затягиваем, оставив большой конец для того, чтобы мы дальше еще могли делать эту куколку. Следующее, мы к этой куколке приматываем формируем ручки. Делаем мешочки с травками. Один заматываем ниточкой, оставляя хвостики. Завязываем мешочек, чтобы он не развалился. И второй. Вот такие два мешочка с травками. Тут у нас травы и два мешочка с травками, для того, чтобы был больше аромат в комнате. Вот такие два мешочка заготовили. Следующий этап. Мы формируем на вот этом квадрате вместе с головкой, формируем у куколки ручки, подворачивая Вот мы сейчас будем делать и рукав, и ручку
ручку нашей куколки. Подворачиваем концы, загибаем уголок, ну, смотрим, чтобы примерно была длина руки примерно сантиметров 10. И подворачиваем концы таким образом, чтобы у нас получился рукав. Вот такой у нас рукав получается у этой куколки. Манжетик мы фиксируем ниточками от вот этого мешочка, которым мы делали мешочек. И завязываем, фиксируем. Вот и завязываем. Вот получилась одна ручка и вторая. Вот и вторая ручка. Следующим этапом мы завязываем куколки на головку повойничек. Вот он у меня уже привязан. То есть тесьму выкладываем на головку и заматываем ниточкой. Вот практически половина куколки, основная форма куклы у нас уже готова. Сейчас нам необходимо сделать для куколки грудки. Мы берем квадрат такой же ткани, как был наш мешочек, кусочек синтепона, валяем его в шарик и заматываем красной ниточкой. Готовые грудки, вот они у меня уже две готовые. Мы приматываем у основания шеи нашей куколки. Вот одна и вторая. Ну вот, практически куколка наша готова. С мешочками, с повойничком, с грудками. Сейчас нам необходимо соединить две этих наших заготовки, мешочек с травками и саму куколку, соединить вместе. Вот единственный не очень удобный момент такой, но и тем не менее надо с этим справиться и постараться ниточками затянуть очень крепко, для того, чтобы потом кукла наша не развалилась. Вот, я основательно ее зажала, стиснула и завязываю. Нам осталось нарядить куколку. Вот она у нас уже готова, заготовка. Вот по сравнению с этой ей не хватает платочка и передничка. Передник мы можем делать с любых тканей, контрастных. Можем красить тесьмой. Вот такой передничек мы сейчас повяжем нашей куколке. Для этого я выкладываю вначале передник на головку и остатками нитки заматываю, фиксирую его на талии нашей куколки. Доматываю ниточку и выкладываю передничек. Вот она у нас уже практически готова, вот так, чтобы было видно. Осталось ей повязать платочек. Вот такие куколки-травницы крутили наши предки для того, чтобы украсить свою жизнь, чтобы подарить кому-нибудь такой добрый, милый подарок,
Зачастую эти куклы служили как игрушки в доме. Вот такие милые куколки мы сегодня с вами сделали. Я надеюсь, что у вас все получится. И хочу, чтобы эти куколки принесли в ваш дом здоровье, радость, радость от работы, от занятия вот этим добрым милым делом. И радуйте себя и своих близких, и будьте здоровы.